Первый день очень тяжелые были. А сейчас каждый день чуть-чуть на поправку идет. Кислородная маска – это единственный способ для некоторых пациентов наполнить легкие кислородом. У всех больных, которые ежедневно поступают в больницу, вирус проявляет себя с разных сторон. Кто-то вовсе не может двинуться с места, а другие, хоть и с сильной одышкой, но говорить могут. Сразу молхаш хам подключить 50 больных в инфекционном, 10 в родильном отделении и 8 человек в реанимации. Круглые сутки за пациентами наблюдают врачи, которые не только лечат, но и оказывают психологическую поддержку. Каждое слово – это тяжелое испытание для зараженных ковидом, но желание отблагодарить медиков за оказанную помощь сильнее. Никого не слушайте. Говорят, что тут вообще убивает страшнее всего гестапо. Барбачарас. Урыча битхашан, эздибиша. Выходит, чуаяша, битхахажаша. Так что лечитесь. Ежедневно в красную зону Сунжской ЦРБ попадает от 4 до 8 человек, при том, что выписывается в 2 раза меньше. Люди из группы риска при первых симптомах должны быть госпитализированы, подчеркивают врачи. Основная масса зараженных с тяжелой формой ковида – это те, кто лечились на дому, по советам знакомых. Основное лечение – это антикоагулянтная терапия, гормональная терапия и биологические препараты. Также хотела бы сказать тем пациентам, которые лечатся дома антибиотиками, что COVID-19 антибиотиками не лечится. У меня большая просьба не принимать антибиотики, не делать себе инъекции. Это бесполезно, мало того, что это усугубляет ваше общее состояние. Мадина Чиниева – врач-инфекционист. Она уже год работает в инфекционном отделении и помогает пациентам в зависимости от тяжести заболевания. Это самое важное, скорее всего, и часть нашей профессии – помочь им, чтобы им было лучше, потому что большинство наших родственников, даже если они не родственники, это уже потом становятся близкими для нас людьми, и мы, конечно, стараемся помочь им. В инфекционном отделении Сунжской ЦРБ 80 коек для больных короной. По сравнению с прошлым месяцем зараженных меньше, но вирус каждый раз проявляет себя с новой стороны, мутирует и гораздо тяжелее поддается лечению. Вакцинация пока что единственный способ обезопасить себя от инфекции. Вакцинация, я считаю, это единственный способ предотвратить тяжелые осложнения. Не слушать людей, несведущих в этом вопросе. Потому что очень часто я слышу, вот ему сделал прививку, все равно заболел. Да, он заболел, но до того, как сформировался иммунитет, во всяком случае, все те больные в нашем отделении, которые поступали после прививки, после вакцинации, это люди, которые поступили в ранние сроки после вакцинации, то есть те сроки, когда у них иммунитет еще не сформирован. Борьба с вирусом должна быть комплексной, подчеркивают специалисты. Халатность одного человека порождает цепочку тяжелых последствий для других. Элементарное ношение медицинской маски может предотвратить риск оказаться зависимым от кислородной. Микаил Тангиев, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.